Цель соглашения об избежании двойного налогообложения – обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же имущества и дохода в своем государстве и государстве-партнере. Очень надеемся на то, что именно такие наши двусторонние отношения, которые выражаются в подписании подобного рода соглашений, дадут новый импульс развитию наших взаимоотношений, налоговых систем, вовлечения в нашу экономику здоровых инвестиций. Естественно, главной целью, которая является увеличение благосостояния наших граждан, развитие экономики и страны в целом. Глубоко убежден, что соглашение послужит фундаментом и стимулом для дальнейшего сотрудничества в области инвестиций, торговли и, конечно, туризма. Нам вместе удалось достичь баланса интересов двух стран при разработке соглашения. Российско-абхазское соглашение отвечает современным тенденциям в области международного налогообложения, способствует осуществлению деятельности добросовестными инвесторами. Соглашение также устанавливает принципы недопущения налоговой дискриминации и способствует двустороннему привлечению инвестиций на взаимовыгодных началах, а также развитию торгового, культурного и научно-технического сотрудничества между странами. Документ словом направлен на содействие устойчивому экономическому развитию обеих стран и предотвращение налоговых рисков для бизнеса. Добро пожаловать, Алексей Валерьевич. Мы давно ждали подписания этого очень важного документа, потому как этот документ открывает новые возможности для развития нашей экономики, для того, чтобы еще более динамично к нам проходили российские инвестиции. Мы в этих инвестициях нуждаемся, поэтому тот шаг, который сегодня был вами, министром, нашим сделан, я оцениваю очень высоко, как нужное и необходимое дело. Спасибо вам за это. Очень приятно и приезжать в Абхазию, приезжать в Сухум. Всегда нас так радушно принимают. Мы уверены, что это соглашение поспособствует привлечению значительных российских инвестиций в экономику Абхазии. В первую очередь, конечно, в отрасль туризма. Я знаю, со стороны российских инвесторов такой интерес есть, они неоднократно нам его сигнализировали, поэтому я уверен, что это соглашение будет таким фундаментом, который послужит для мощного притока инвестиций в экономику Абхазии. Соглашение об избежании двойного налогообложения позволит органам обоих государств контролировать своевременность и полноту налоговых поступлений с доходов, полученных юридическими и физическими лицами от осуществления деятельности на территории Республики Абхазия и Российской Федерации, что будет способствовать выявлению дополнительных источников поступлений в бюджетную систему. Соглашение предусматривает, что доходы от недвижимого имущества облагаются налогом в том государстве, где имущество находится, а доходы предприятий, осуществляющих международные перевозки, облагаются налогом только в той стране, резидентами которой они являются. Соглашение об избежании двойного налогообложения вступит в силу в 2025 году после ратификации в Абхазии и России. Гугуца Вардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение.